Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем актуальную информацию о текущей эпидобстановке в регионе на 13 ноября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей республике по новой коронавирусной инфекции остается стабильно напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления республики. За текущие сутки выявлено и зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 216 новых случаев. При этом на город Якутск приходится 119 случаев. Необходимо обратить внимание, что дальше продолжается у нас выявление и изолирование контактов, в том числе прежде всего по Набарскому району, который на особом внимании, где выявлено вновь 10 случаев. Также у нас сегодня под особым вниманием находится Вилюйский Улус-район, в котором зарегистрировано 8 новых случаев. И необходимо обратить внимание по Вилюйскому и Анабарскому Улусу. Причиной вот этого подъема и увеличения стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Говоря сегодня о ситуации, вообще сложившейся, характеризуя санитарно-эпидемиологическую ситуацию, необходимо обратить внимание на то, что у нас сегодня ковидом начинают заболевать и те, кого мы берегли в течение 8-9 месяцев. Мы всегда говорили о том, что нужно беречь старшее поколение. Но немножечко наступил период тогда, когда мы начали немного где-то осуществлять те или иные послабления, в том числе и в своих жизненных ситуациях. И сама по себе картина больных, находящихся в наших больницах, говорит о том, что продолжаются свадьбы, продолжаются юбилеи с большим количеством, продолжаем проводить мероприятия. Поэтому я хочу еще раз обратить внимание, прежде всего, как самих граждан, и прошу воздержаться от участия все-таки в мероприятиях с большим количеством гостей, с большим количеством людей. Еще раз обращаю внимание органов местного самоуправления при проведении крупных мероприятий, которые вновь опять у нас зафиксированы как нарушения на территории республики, необходимо в обязательном порядке помнить о том, что существует и действует указ главы Республики Саха-Якутия о запрете на их проведение. При их проведении, при необходимости, при торжественных открытиях должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, но они не должны быть сами мероприятия не должны носить массовый характер. Летальных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано на территории республики 3. Это именно случаи, которые связаны с смертностью, именно основным диагнозом, который является коронавирусная инфекция. За сутки проведено 6140 исследований на коронавирус. И сегодня, как я говорила, мы приходим к отметке 700 исследований в целом с марта месяца и отметку 700 тысяч исследований на территории Российской Федерации, на территории Республики Саха-Якутия мы преодолели. С понедельника в наши медицинские организации возвращаются те студенты, которые находились на соответствующих учебных процедурах высших учебных заведений. И с понедельника 5-е и 6-е курсы возвращаются, а 4-е курсы у нас медицинского института СВФУ появляются вновь, и более 100 врачей-ординаторов, и в том числе 150 студентов медколледжа начинают работать в наших больницах по помощи в организации медицинской помощи, не только ковида, но и по плановой помощи. Так как непосредственно нам в любом случае необходимо, жизнь продолжается дальше, и в том числе и плановую помощь нам необходимо оказывать. Ну а впереди у нас с вами выходные. Конечно же, хочется пожелать вам провести их в кругу семьи, чтобы семьи ваши были здоровыми. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к другим новостям.
Главы российских регионов принимают участие в работе форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве. По количеству инициатив республика заняла второе место на Дальнем Востоке. Глава Якутии Айсан Николаев представил ряд идей из нашего региона. Среди них «Скиллометр». Это платформа профориентации на основе цифрового портфолио. Идея вошла в топ-300 лучших практик. Республика также будет поддерживать проект благотворительного фонда «Харасхал Цветик-семицветик», который позволяет сократить сроки получения или подтверждения статуса детей с инвалидностью в режиме одного окна. Кроме того, через проект «Киноплатформа. Доступное кино в селах» в Якутии разрабатывают цифровую платформу для организации кинопоказа в небольших населенных пунктах. Стоимость оснащения одного сельского кинотеатра без кресел оценивается в среднем в 900 тысяч рублей. Безусловно, и другие проекты, которые и у нас в республике были отработаны, и которые вот сейчас мы видим есть в других регионах, вот по крайней мере топ-300 я смотрел, конечно же, надо нам более шире по регионам развивать. А когда ты сам ищешь, смотришь, что интересно твоим жителям, что ты понимаешь будет нужно там жителям села северного какого-то или наших южных поселков, промышленных городов, то это гораздо лучше. Мы говорили, что мы сформировали вот эти топ-300, но понятно, что проектов намного больше, очень есть интересные решения. И мы сейчас отдельно еще по такому отраслевому, кластерному принципу сформируем, потому что очень много проектов, очень удивительно и приятно по развитию села, по развитию сельских территорий, возрождению деревень. Причем предлагает вот молодые люди, молодежь, такие молодые команды. Поэтому я с огромным удовольствием тоже, если вот этот проект включим, вот как бы, там в этот пул проектов. Он очень интересный. Мы прям отдельно хотим сейчас вот с регионами отработать вот эти интересные практики. Игры «Дети Азии» занимают важное место в олимпийском движении. Об этом говорили в Олимпийском комитете России. Там президент организации Станислав Поздняков встретился с новым главой комитета «Дети Азии» Владимиром Максимовым и вице-президентом игр, депутатом Госдумы Маратом Бариевым. Владимир Максимов рассказал о деятельности своей организации в условиях пандемии и запланированных проектах. Так, в настоящий момент ведутся переговоры о проведении в 2022 году летних международных игр «Дети Азии» в одном из регионов России. В планах и организация вторых зимних игр. По графику они должны пройти в 2023 году. Участники встречи договорились продолжать совместную работу по продвижению олимпийских идеалов среди подрастающего поколения. В Хандыге Тампонского района на рабочем совещании обсудили обоснование инвестиций по строительству моста через реку Алдан на трассе Колыма. Речь шла о зимнем содержании автодороги, планах дорожных работ на будущий год и приведении в нормативное состояние участка трассы в границах поселка Хандыга, рассказывает Мария Винокурова. В рабочем совещании Росавтодора приняли участие руководители предприятий и организаций Тампонского района, главы наслегов. Вопросы насущные, которые затрагивают водные ресурсы, природоохрану, интересы жителей Улуса. На стадии предпроектной разработки рассмотрено 3 варианта прохождения через реку Алдан в районе села Кискил. У нас на сегодняшний день в этом створе у нас предусмотрен мост 1068 метров. Значит, что касается длин пролетов, значит, схема вот этого сооружения, она будет состоять из пролетов, которые у нас только береговые опоры, эти самые пролеты будут по 84 метра, те, которые будут выходить на берег. Все остальные пролеты начинаются со 105 метров. На основании предварительного экономического расчета рекомендована дальнейшая разработка второго варианта, которая имеет лучшие потребительские свойства и наименьшую стоимость работ. По этому варианту трасса мостового перехода будет пересекать реку Алдан и протоку Чингыя в 1,5 километрах выше паромной переправы. Протяженность составит около 30 километров. Руководителей Тампонского района волнует, конечно, ледоходная обстановка, ледовая нагрузка на будущий мост. Поселок Хандыга затапливало не один раз, но мы все это будем рассматривать при проектировании конструкции моста. Это мост будет или вантовый, или висячий, или будем предусматривать более длинные пролеты.
Движение через реку Алдан летом осуществляется с помощью паромов, а зимой по ледовой переправе. Строительство мостового перехода откроет круглогодичное движение автотранспорта по автодороге Р-504 Колыма от Нижнего Пестяха до Магадана. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Выбор проектов для реализации по программе поддержки местных инициатив в Алекминском районе проводится через социальные сети. Из-за пандемии собрать большую группу людей в одном помещении не получится. Как это сказалось на количестве участников обсуждения, знает Елена Фаст. В этом году в городе традиционно проходит голосование по проектам поддержки местных инициатив. Правда, по ряду позиций от традиций пришлось отступить. Все обсуждения и даже голосования проходят в социальных сетях. Сейчас у нас идет голосование посредством WhatsApp. Любой житель может по WhatsApp проголосовать и зачитается только один голос. То есть никакой накрутки голосов быть не может. По словам организаторов, в какой-то мере это даже увеличило количество участников. Скажем, еще более активно. Если мы в актовом зале собирали 100-150 человек, то на сегодняшний день в WhatsApp уже проголосовало около 300 человек. То есть люди более активно голосуют, более активно выражают свое мнение в группах. В городе жителям предстоит выбрать из 6 проектов. Каждый по-своему интересен и необходим. Санитарных площадок по городу Алекминску. Второе – это обустройство детской и спортивной площадки в микрорайоне Новостройка. Третье предложение поступило от группы «Альфа». Это военно-патриотический клуб, которые хотят сделать себе полосу препятствий, площадку. Также есть предложение продолжить благоустройство сквера Спасского, озеленить, сделать подсветку домов. Также есть предложение в центре города сделать тротуар по улице Молодежной от ЗАГСа до МФЦ. Так, второй год защищают свою идею жители новостроек. Кстати, активные организаторы и участники субботников. Мы очень давно хотели и желали бы, чтобы у нас на новостройках появилась и детская, и спортивная площадка. Ведь мы живем в этом микрорайоне более 25 лет. Подросло не одно поколение детей. Желательно, конечно, хотелось бы, чтобы спортивная и детская площадка появилась в нашем микрорайоне. Пока в лидерах 3 проекта. Предложение военно-патриотического клуба «Альфа». Это военный городок с полосой препятствия. На втором месте у нас детская спортивная площадка в микрорайоне Новостройка. И на третьем месте обустройство санитарных площадок в городе Алекминске. Какие из них будут реализованы, решать самим жителям. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Из-за аномального потепления госавтоинспекция предупреждает об опасности на дорогах в ряде районов республики. В Алекминском районе, а также в Вилюйской группе температура воздуха поднялась до плюсовой отметки, а в Ленске вовсе прошел дождь. Из-за колебания температур, выпадения снега и дождя ухудшилась дорожная обстановка. Гололед и снежные накаты могут спровоцировать заносы транспортных средств на дорогах. Осадки ограничивают видимость. Водителям необходимо быть максимально внимательными, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Пассажирам и водителям следует пристегиваться ремнями безопасности. Детей до 7 лет разместить в специальных детских удерживающих устройствах. По возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Такая погода опасна и для пешеходов. В условиях гололеда и ограничения видимости проезжую часть необходимо переходить только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в своей безопасности. В темное время суток обозначить человека на дороге помогут световозвращающие элементы на одежде и сумке. Помните, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз. Отдел специального назначения УФСИД «Белый медведь» празднует свой 30-летний юбилей. Сегодня в составе подразделения около 40 сотрудников. Большое внимание при подготовке спецназовцы уделяют спорту. Здесь работает 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта России и около 4 кандидатов в мастера спорта. 7 сотрудников отдела удостоены права ношения крапового берета, высшей формы знака отличия спецназовца. За время существования подразделения этого права удостоились 15 бойцов. К юбилейной дате ФСИН России в Москве подготовит электронную кулинарную книгу любимых рецептов сотрудников подразделений. Кроме этого, проводится конкурс эмблем. Отмечается, что эмблема отдела специального назначения «Белый медведь» Якутии вошла в 10 лучших и участвует в финальном конкурсе, который проводится на официальном аккаунте Instagram ФСИН России.
Редчайший пурпурно-розовый бриллиант, добытый в Якутии, который Сотбис назвал настоящим чудом природы, был продан накануне за 26 миллионов 600 тысяч долларов США. История продажи в материале Анастасии Дмитриевой. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак розы». Редчайший пурпурно-розовый бриллиант, который аукционный дом Сотбис назвал настоящим чудом природы, был продан в среду на торгах в Женеве за 26 миллионов 600 тысяч долларов. Добытый российской компанией «Алроса» в июле 2017 года в Якутии алмаз стал самым крупным из когда-либо найденных в России. Перед продажей бриллиант был выставлен на обозрение в Гонконге, Сингапуре и Тайбэе. Торги открылись на уровне 16 миллионов и выросли до 21 миллиона плюс комиссионные. Покупатель не пожелал раскрывать свою личность. Эксперт ювелирных изделий Бенуар Пелен, который вел сессию, сказал, что лот установил рекорд цены для бриллианта. Сверхбогатые люди в последние годы высоко ценят цветные камни в качестве финансовых вложений. А теперь еще и рудник Аргайл в Западной Австралии, на котором добывались крупнейшие в мире розовые алмазы, прекратил добычу на прошлой неделе из-за истощения запасов. По словам опытного игрока ювелирного рынка Тобиаса Корминда, счастливый покупатель вполне может получить прибыль от резкого роста цен в ближайшие годы. Саха-театр открывает новый сезон. На онлайн-платформе Zoom проходят лекции и тематические встречи, посвященные дню рождения выдающегося писателя Якутии анекдотиста Сафронова Алампа. В эти минуты для всех желающих проводят лекцию о произведениях писателей республики Елена Слепцова, Корсунах и Гаврил Андросов. Любой желающий может записаться и принять участие в тематической онлайн-встрече. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску в общественных местах. Мы следим за развитием событий.